Друзья, мир вам! Miers jums, mīļotie! Господь дает благословенную возможность нам сегодня быть на этом месте. Dievs mums dod svētīgu iespēju būt šodien šeit, šajā vietā. Меня зовут Виталий, Mani sauc Vitālijs. я брат Давида. Esmu Dāvida brālis. У нас еще есть один брат Алексей, Un mums vēl viens brālis Aleksejs. и еще есть один брат Павел, который в Украине. Vēl viens brālis Pāvils, kurš ir Ukrainā. Бог дал нам возможность первый раз быть в Латвии. Dievs mums devis iespēju pirmo reizi būt šeit Latvijā. Никогда не были, Nekad neesam bijuši. много раз слышали. Daudz dzirdējām. Но сегодня имеем возможность вместе с вами радоваться Рождеству. Šodien mums ir iespēja būt kopā ar jums un priecāties par nākošiem Ziemassvētkiem. Четвертому Адвенту, 4. который adventē, говорит, что Господь Иисус Христос придет на эту землю kurā tiek vēstīts, ka Jēzus Kristus nāks uz šo zemi с очень величайшей целью. ar ļoti lielu mērķi Заплатить за каждого из нас samaksāt par katru no mums своей жизнью. ar savu dzīvību, Чтобы мое имя lai mans vārds было записано в книге жизни. būtu ierakstīts dzīvības grāmatā. И действительно, сегодня очень радостно в это время радоваться Рождеству. Šodien ir ļoti tiešām liela iespēja priecāties par šiem Ziemassvētkiem. Я приехал сюда со своей семьей. Atbraucu ar savu ģimeni. Я имею жену и 4 детей. Man ir sieva un 4 bērni. Они остались сегодня дома. Viņi palika mājās šodien, Но мы решили с братьями посетить вас. bet mēs ar brāļiem nolēmām apmeklēt jūsu draugu. И, друзья, смотря на 4-й Адвент, который говорит о тех ценностях, которые сегодня важны. Draugi, mēs šodien skatāmies šo 4. adventi, kas liecina par notikumiem, kas ļoti svarīgi. Если вы знаете, первый Адвент говорит о радости, Ja jūs zināt, 1. adventu runā par prieku, о надежде, par cerību, о любви, par mīlestību о мире. un mieru. И сегодня 4-й Адвент, Un šodien который 4. говорит о любви. advente, О любви, которую принес Иисус. kura saka par mīlestību, kur atnes Jēzus. Потому что если бы не было любви Иисуса Христа к нам, Jo, ja nebūtu Jēzus Kristus mīlestība uz mums, сегодня мы не находились на этом месте. mēs šeit neatrastos šodien. Сегодня Господь не изменил бы наши сердца, Dievs nebūtu izmainījis mūsu sirdis, наше мышление. mūsu domāšanu. И сегодня мы можем радоваться этому. Un šodien mēs par to varam priecāties. Сегодня Господь призывает каждого в свое царство. Šodien Dievs aicina mūs visus savā valstībā. Он призвал когда-то меня. Viņš kādreiz aicināja mani. Я родился не в верующей семье. Es piedzimu neticīgā ģimenē. Мы были детьми, когда наши родители стали верующими. Mēs jau bijām bērni, kad mūsu vecāki kļuva ticīgi. И можно сказать, с детства Иисус Христос воспитывал и наставлял нашу семью. Var teikt, no нас. pašas bērnības Jēzus Kristus jau ir mācījis un audzinājis mūs. И однажды Иисус Христос достучался в мое сердце, чтобы показать вот именно эту любовь ко мне. Un Jēzus Kristus ir klaušanājis arī pie manas sirds, lai parādītu savu mīlestību. Свою любовь и задуматься о том, что несмотря на то, что у меня все хорошо, я все равно грешный человек. Un lika man aizdomāties, ka es arī esmu grēcīgs cilvēks, Который нуждаюсь в Его прощении. kuram vajadzīga piedošana. И вы знаете, если бы не было Рождество, не было прощения Иисуса Христа. Un ja nebūtu viņš dzimis, nebūtu šies Kristus dzimšanas svētki, nebūtu arī piedošanas. Потому что именно с Рождества, Pat tāpēc, ka tieši no Kristus dzimšanas, с рождения Иисуса началось спасение. ar Kristus dzimšanu sākās glābšanas darbs. Потом мы можем радоваться тому, что Иисус Христос пострадал за наши грехи. Pēc tam mēs varam priecāties par to, ka Jēzus Kristus ir cietis mūsu visu grēku dēļ. Но именно Рождество имеет ту важность, Bet tieši Ziemassvētkiem ir šis svarīgais начало всего. sākums visam. Начало того пути, который пришел Иисус совершить на этой земле. Sākums tam ceļam, kur Kristus ir nācis paveikt šeit virs zemes. Многие сегодня могут радоваться Рождеству, Daudzi šodien var priecāties par šiem Kristus dzimšanas svētkiem, но не понимая, какой был уникальный приход Иисуса Христа на эту bet землю. nesaprotot to, cik tas bija unikāls notikums. Мы видим, что Иисус Христос пришел в то время, когда многие Его не ждали. Mēs redzam, ka Kristus nāca šajā pasaulē laikā, kad daudzi viņu negaidīja. Но и другая сторона медали, Он пришел в то время, когда был очень нужен и необходим для израильского народа. Bet no otras puses
Viņš nāca tad, kad viņš bija ļoti vajadzīgs savai Izraēla tautai. Мы приехали с Украины. Mēs atbraucām no Ukrainas. На данный момент уже 3-й год живем в Германии. 3. gadu jau dzīvojam Vācijā. И Иисус Христос, как и многие украинцы сегодня, могут переживать, что такое оккупация. Daudzi var pārdzīvot to, kas notiek Ukrainā, ko nozīmē okupācija. Иисус Христос пришел на эту землю, когда Израиль был оккупирован. Jēzus Kristus nāca uz šo pasauli, kad Izraels arī bija okupēts. Иисус Христос пришел в то время, когда не было мира. Jēzus nāca pasaulē tajā laikā, kad tur nebija miera. Иисус Христос пришел тогда, когда Он был нужен для радости. Jēzus Kristus nāca pasaulē tad, kad viņš bija vajadzīgs, lai iepriecinātu. Хотя в то время было достаточно радости, Tajā laikā arī bija diezgan pietiekoši prieka, радости земной. zemišķa prieka. Потому что, если вы знаете, в то время римляне, они жили большими радостями. Romieši tajā laikā dzīvoja lielos priekos. Они строили большие колизеи, Viņi būvēja lielus kolizējus, в которых происходили разные мероприятия. kuros notika dažādi notikumi. Они радовались этому, Viņi priecājās par to. радовались тому, что там происходит, Viņi priecājās par to, kas tur notiek. но проходило немного времени, Bet pagaida neilgs laiks. и в этих колизеях радости Un šajos prieka vietās, šajos kolizējos, уничтожали верующих, tika nogalināti людей, kristieši. которые следовали за Иисусом. Cilvēki, kuri sekoja Kristum. И мы видим, что в это время Иисус приходит. Un mēs redzam, ka šajā laikā Kristus nāk. В это время Иисус стучится в сердца евреев. Šajā laikā Kristus klaudzina pie cilvēku ebreju sirdīm. Он говорит об этих 4 важностях. Viņš runā par šīm 4 svarīgām lietām. О радости, о надежде, о мире и о любви. Par prieku, mieru, par mīlestību. И мы видим, что Иисус Христос, Он принес то, что не было в этом мире. Jēzus Kristus atnes pasaulē to, kā šeit nebija pasaulē. Принес радость, которую не может физический человек дать. Viņš atnesa prieku tādu, ko cilvēki fiziski nevar dot. Потому что радость, которую делают люди здесь, делали люди тогда, она человеческая. Tāpēc, ka cilvēki to iepriecu un prieku gūst, tas ir vienkārši cilvēcisks prieks. Пройдет время каких-то новых вещей, и нам этого будет недостаточно. Paies kāds laiks, un ar šīm lietām mums nebūs pietiekoši. Недостаточно радости от тех вещей, и нам нужно будет снова что-то. Mums nebūs pietiekoši ar tām lietām, un mums gribēsies kaut ko vēl. Пройдет время, и нам недостаточно будет мира. Paies laiks, un mums nepietiks vienkārši ar mieru. Человек, он порой живет настолько враждебным состоянием, Cilvēks bieži dzīvo tik naidīgā stāvoklī, что только Иисус Христос может его изменить. ka tikai Jēzus Kristus var viņu izmainīt. Человек живет без надежды, Cilvēks dzīvo bez cerības, без цели, которая очень важна в его жизни. bez mērķa, kas ir ļoti svarīgs viņa dzīvē. Но только Иисус Христос Bet tikai Jēzus Kristus сегодня может дать эту надежду. šodien var dot šo cerību. И сегодня Иисус Христос говорит о любви. Un šodien Jēzus Kristus runā par mīlestību. Если бы не любовь Иисуса, Ja nebūtu Kristus mīlestības, сегодня мы не испытывали этой радости. mēs nejustu šodien šo prieku. Радость во время Рождества. Prieku par Kristus dzimšanu. И, друзья, пусть Господь вас обильно благословит. Mīļie draugi, lai Kristus jūs bagātīgi svētī. В этот 4-й адвент, Šajā 4. adventē, адвент надежды, мира и любви, kad miera, cerības un mīlestības adventē. и на следующий раз Un nākošā reizē мы уже будем зажигать 5-ю свечу, mēs iedegsim 5. sveci, свечу Рождества, jau Ziemassvētkos. и будем вместе с вами радоваться Un kopā priecāsimies той величайшей надежде, ar to lielo cerību, которую Иисус принес на эту землю. kuru Kristus atnesa uz zemi. Аминь. Āmen.